сожалению. Вопросы, вопросы, вопросы. Не знаю, Ламару. Не знаю, честно сказать, откуда, что. Ну, у каждого своя идея, своя республика. Мне, честно сказать, без разницы. Но вот когда моменты такие возникают, как ислам, допустим, нашел, или там другие находят, вроде бы один и тот же момент, а вот так вот. Нет, даже не работаю над этим. Да и зачем мне это надо? И я еще раз говорю, я не занимаюсь политикой, мне важна история. Политикой заниматься возможности нету. И желания нет уже. В том плане, что вот изменить, поменять. Для этого есть намного выше руководство регионов, правительство, парламенты, блогеры, простые люди. Мы, чеченский народ, против того, чтобы сделал того, что сделал Дудаев, и мы требуем наши 2 района обратно домой. Так кто Аланы, осетины и ингуши? Аланы это не только осетины и ингуши. Аланы это и осетины, и ингуши, и чеченцы, и карачаевцы, и балкарцы, и черкесы даже, можно сказать. Вот. Думаю, что тут ничего удивительного нет уже. Но, честно сказать, Нохчи не сильно пытались и стремились прямо, чтобы нас там именовали или Аланами, или кем-либо другим. Алейкум салам. Тигрович, у тебя раздвоение личности. Ты говоришь полчаса, общаешься, пишешь и даешь опять салам алейкум. Алейкум салам, я хорошо держусь, живой и здоровый. Алейкум салам, Фокс. Не все осетинцы иранцы. Понятно. Да вся наша жизнь тормозит. Ничего удивительного нет. Вся наша жизнь тормозит. Алейкум салам, Ибрахим. Посмотрите, я сейчас уже не помню уже. По тайповой тематике я уже давно отошел. У меня там написано, есть пост. Там должно быть написано. Работы много, писать нужно много. Порой не везде и всегда успеваю. Я слышал, что они пришли из Ирана, преуспевшие. Ну, мы тоже много чего слышали. Говорить однозначно про всех мы не можем. Вроде бы говорят, что иранцы пришедшие и кударцы, а дегорцы являются коренными жителями. Я не знаю, насколько это достоверно. Но вот с такой информацией я встречался.
на рыбалку. Когда будет клевать рыба, тогда и поеду, наверное. Так что, если у тебя есть пруд, или ты знаешь, где нас с тобой бесплатно, без денег пустят порыбачить, хорошее место, давай я за, поедем на рыбалку. Да. Ebazbel nirkš už savazas un ebazbelt elets nach bu už haza cel nirkš ebazbel bu už sun сахазон. Ну, жаль, значит, ты не умеешь отдыхать, раз не умеешь рыбачить. Не любитель. А я очень люблю рыбачить. Так что вот как-то так. Как-то так. Почему ж нудно? Нет. Я еще раз говорю, значит, ты не умеешь рыбачить. А рыбачить это дело хорошее. Очень хорошо, хороший антистресс у Аликусова. Фокс, я это и сказал, что целый не это лясту Бог это Бог даст. Такого нет. Ни одного тейпа, по крайней мере, такого чеченского не шел. Ну, извини, китов нет. Кавказа это слово откуда произошло. Тебе надо прочитать Муравелли. Историю Грузии прочитай, там есть от сына Таргамаса, Кавказ, Лек. Вот это из я 7 числа сидел. Я 7 часа сидел и не поймал рыбу. Ну, там, где нету рыбы, конечно, ничего не поймаешь. Есть какой-то нехай принятый какой-то. Рыбалка это не поймать рыбу. Рыбалка это отдых. Правильно, вывачу паснуть. Башно. Ну, почему? С чего ты взял, что я не умею ловить рыбу? Я умею ловить рыбу, если она есть. Если ее нету, закинут удочку в тазик, сидеть и говорить, что ты поймаешь рыбу, это же будет однозначно не так. Нохчу. Валейкум салам, Беслан. Валейкум салам. Нынче так получилось, что фактически не осталось мест, где можно бесплатно порыбачить и поймать рыбу. Таких мест все меньше и меньше. Если только на речке. Не слышал такую версию, Тигр. Багдад. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Дербент, انت معرفش انت تطلع نوتش но если ты исторически говоришь, Багдад.
Нет, не прикрепил номер, потому что думаю, что тот, кто захочет задонать, может посмотреть. Просто держать этот номер ради того, чтобы он просто стоял, я не хочу. Аудитория небольшая, и эти подписчики прекрасно знают, где находятся реквизиты и ссылки, где можно задонатить. Знает и PayPal адрес, знает и номер карточки тоже. Поэтому выставлять ее здесь, я не знаю, смысла не вижу. Все старая гвардия, почти что из 30 человек. Son derece situation ya. Вот. Чем больше ты объясняешь, чем больше ты говоришь на эту тему, понимаешь, что это я выезжал в горы, на Хчищеве, делал подсъемки, загорел, видите, я весь красный, точнее, я уже начал слегка, как в солярии побывал. Когда ездил в горы, загорел чересчур сильно. Несмотря на то, что даже у меня была кепка. И ездил с открытой машиной. Башлам пап, давишь, адыке. Видать, проветрил. А так и ничего, нормально. Вот с такими губами я поэтому не хотел заходить в эфир, но как говорится, надо, надо было провести, надо было ответить на вопросы подписчиков. Да, можно и так сказать, но считаю. Болеть не болею, ерунда, все хорошо. Вот так вот. Далее ночью грозно. Да, теперь я решил вообще бороду не убирать, пускай растет столько, сколько растет. Чисто детский крем совершил. У меня Камистат есть, мне Бора Плюс даже порекомендовали, но, как говорится, старыми дедовскими методами, старыми дедовскими методами. Что Бузуртанов русский уй. Я не знаю, кто он. Русский он, цыган, он, мне дела нету. Еще хотел на него, не хотел. Главное, чтобы он не трогал мой народ, а так. Пускай будет хоть, я не знаю, чекиндезом. Право каждого. Мне без разницы. Не знаю, воеваться, хайне, хумцасу. Так что, хама, что. Почему другие не видят мои сообщения? Я не знаю, почему. Жри.
Ваши какие-то настройки, что-либо. Вы пишете, здесь другие не видят, а я вижу это. Значит, вы сами в этом виноваты. Это не из-за меня. На этом канале я вообще никого не блокировал, ничего не делал. Кстати, думал единственное, закрыть или не закрыть. Доброй ночи вам всем остальным. Доброй ночи, Шубзукова. И тебе доброй ночи. Бузерштейн. Бутик. Гелтхай. Это ближе к Грузии. Как дела пошла? Пока, Шабзухова, честно сказать, по нулям. То есть нечем радоваться, но и последние 2-3 месяца меня очень сильно проблемы некоторые затаскали, и я уже немного в этой ситуации погряз, но мы будем надеяться, точнее я буду надеяться, что все потихоньку будет налаживаться. Буду выбираться. Благо лето. Будем надеяться на лучшее. А дальше уже будет видно. Но новые друзья появились. Надеюсь, что и у вас все хорошо. И один брат задонатил. Брат Юсп, Аллах даса, да духва ахуэл. Аллах даси дойл. Огромная благодарность тем, кто не забывает поддерживать канал. Вас очень мало, вы единицы, но вы делаете огромное дело. Без вашей поддержки дальнейшие и исследования, и выезды, и приобретения были бы невозможны. Да, да. У нас их не так много, но даже те, кто есть, Баркалдересов. Очень странно, у тебя на чужих каналах бывают многотысячные просмотры, а здесь редко сотни набираются. Может, это связано с тем, что стримы в позднее время. Это проблема не в этом. Дело в том, что в 10 часов я обычно провожу эфиры, с 10, 11, 12 часов. Днем я тоже проводил, заходил в эфиры, но проблема в том, что золотое время для Инстаграма это именно с 9-10 часов люди, когда уже после работы отдохнули, поработали, сделали свои дела. Просто специфика наших эфиров такова, что эфиры, они уходят только тогда, когда их отправляют им. Вот. Большая аудитория уже по факту, как произошли эфиры, доходят до них видеоролики. А так, я же поэтому говорил, и распространяйте, раскидывайте их там, где меня не бывает, раскиньте им ссылку на наш канал, на название нашего канала. Алейкум салам. Тогда мы охватим большую территорию. Дело в том, что многие братья делают репост, видео уходит дальше и вот так. Канал Ламру это канал незаконнорожденного, поэтому я прошу здесь ему не рекламировать. Ну что поделаешь, человек по сути своей рожден быть ущемленным, оскорбленным. Видать, его все время избивали, били, пендали, давали ему ногти. И он вот пытается как-то бедолага реабилитироваться, удвигаться. Да он дастся. Пускай дальше плачет. Боюсь, что
у нас больше времени, больше аргументов. А то, что он берет чужие видеоролики, закидывает, распространяет, вот столько он не делает нам ничего. А нас это очень сильно мотивирует. Когда появляется один ламру, появляется 10 ногчей, которые опускают их в сотни раз хуже. Но они сами виноваты, а потом плачут и говорят: о, у вас есть такие каналы оскорбляющие там. Вы сами виноваты в этом. Не я же их создал, а вы создали. И когда ко мне заходили и вечно ныли, говорили: Чечен Войсан, Лющи, как тебе этот канал, и Бако канал, и как ты к ним относишься? Я сказал: это ваша работа, это вы их создали, вы их подстегнули тому. Вы не представляете, сколько их еще появится. Потому что работа активно ведется, молодежь просыпается, видит таких балаболов, как нам, которых ты назвал. Поэтому оскорбление, он не нас оскорбляет, он оскорбляет себя. Жаль, конечно, мать и отца этого человека. Они, наверное, думали, что у них родился то ли сын, то ли дочь. Но появилось оно безликое, бесхребетное. Поэтому мы не будем обращать внимания. Башлам будет собеседник. Я для общения открыт. Может любой отправить запрос, и все. Поставь на экран донат. SSHH88. Ты хоть понял, что ты сам сказал? Что поставить? Куда поставить? Донаты на экран не ставят. Донат отправляют на главной странице. Есть ссылка. И на этой странице есть ссылка, кто хочет добровольно пожертвовать. Вот. Он жертвует добровольно. Не принуждает, не просит, не говорит каждый месяц такого-то числа отправьте там и так далее. Как перевести, если ты находишься в России, на моей главной странице есть ссылка, зайди, посмотри. Башлам умаякен вац, башлам муж вац. Башлам не спал уже 2 суток. Так что эти вопросы не ко мне, и некорректно задавать такие вопросы. Если я захочу выпить, я обязательно сообщу. Ну, как оскорбляет, наших женщин оскорблять не может такой непонятный человек, как Бузуртян или Абадян или кто-либо тому подобное. Любой человек, который тронет честь ногти женщины, кем бы он ни был, транс, гемофродит или кто угодно, мне без разницы, он ответит за это рано или поздно. Никогда нельзя оскорблять чужих матерей, чужих жен, сестер. На Кавказе, среди нашего народа тем более. И мне без разницы, кто бы это ни был. Каждый понесет ответственность за это. И ответ не то, что перед Всевышним, но и в этом мире. Поэтому надо следить за своим языком, думать о том, что ты говоришь. Не защищать слепо какого-то дебила, который сидит там, оскорбляет всех, кого можно, кого нельзя. Поэтому задумайтесь над этим. Я никогда не понимал, честно сказать, я никогда не понимал ни одного человека, который в эфире пытался оскорблять чужих жен, чужих матерей. И вообще, это насколько нужно быть подлым человеком, чтобы задеть честь женщины. Такая же женщина, как и которую ты оскорбляешь, родила тебя. И каково было бы тебе, если бы тебя назвали вообще, там, я не знаю, незаконно рожденным или и так далее и тому подобное. Я думаю, что это никому не понравится. Нету никакой разницы, русский,
Ингуш, осетин, разницы нету, кто бы он ни был. Нельзя трогать женщин. С учетом того, что не женщины сидят с вами и общаются. Тем более мужчины обсуждают, кто какая женщина. Вы знаете, эта тенденция очень не самая лучшая. Я заметил в последнее время. Начинают обсуждать какие-то вещи, которые даже в свое время женщины, бабушки на лавочке не обсуждали. Это очень позорно. И позор тому мужчине, который пытается оскорбить, задеть честь женщины. Вот. Вы можете это сделать, но за все, что вы сделали перед Всевышним Аллахом, придется отвечать. А моменты, если он начинает говорить, я с книги взял, там это написал Гарри Пекин и так далее, это любимая тема Бузуртянчика, я ему рекомендую не вонять чересчур сильно, поскольку очень много моментов написаны и грузинами, и немцами, и русскими про всех нас, и его касаемо тоже имеется в виду. Поэтому я этим не занимаюсь, но лучше не стоит трогать женщин вообще. Понятное дело, что ты горе-историк, болтун, кто бы то ни был, который оскорбляет чужих женщин. Вот. Но они ни при чем. Они сидят дома, рожают детей, готовят кушать. Возможно, тебе лучше вести прямой эфир с Ютуба. Тимур, Мур. Возможно. Возможно. Но у меня этих возможностей, к сожалению, нету. Вот. Пока Саид Мухаммад сказал, что пришлет ноутбук, якобы он сказал, что есть ноутбук, который я говорил. Посмотрим. Если прибудет, посмотрим, постараемся делать. А так пока у меня возможности нету. С телефона еще и ютубом заниматься я не смогу. У меня слишком много и так нарезок, есть слишком много работы, которую мне еще нужно делать на этом телефоне. Он еле-еле уже выдерживает тот ритм работы, который я ему задал. К сожалению, эти телефоны немножко не рассчитаны. Да ни один телефон не рассчитан на такую работу, чтобы 20 часов, 18 часов, как говорится, работать. YouTube хрюдал. Было все, вплоть до ТикТока. Но мне объяснили, сказали, один мой знакомый друг сказал, что на ТикТоке можно там зарабатывать видео просмотрами. Имеется в виду зарабатывать, чтобы не всегда надеяться на рекламу и на донейшн. Поскольку реклама редкая вещь, и донейшн тоже редкая вещь. Почему, я вам объясню. Потому что рекламы, таргетированная реклама, да и вообще реклама, вещь сугубо очень личная. И люди хотят там, где 100 тысяч, 200 тысяч аудитория, в таких местах заказывать. Поэтому что тебе собрать средства на свою студию. Боюсь, что ночью Грозно ты немножко не знаешь, какова ситуация со сбором. Я занимался и занимаюсь этим уже 3-й год, и я знаю, что это напрасное дело. Дело не во мне, но в эго, да, использовать едушу. Не переживайте. Все будет хорошо. И вы еще увидите много качественного материала, видеоматериала, YouTube материала. А так у нас вот поддерживает наш брат Чечениш 1986 год. Он ведет, с моего разрешения, ведет блог, который называется в YouTube Башлан .39 Live. Вот этот канал брат, пока у меня нет возможности, ведет. И, иншаллах, благо, огромное ему спасибо за этому братику. Он живет еще и в Европе. Несмотря на свою занятость, всегда записывает, ведет прямые трансляции. Поэтому всем
подписчикам, братьям и сестрам с YouTube канала. Ваш брат Башлам с вами. Мы знаем, что вы смотрите, мы знаем, что вы поддерживаете морально, так сказать. Поэтому не спешите, мы будем делать все, что можно. Что касается нашей истории, контента нашей истории очень много. Каждый преподносит по-своему. Каждый преподносит его по-своему, но мы будем его преподносить так, как оно было, иншаллах. То есть говорить и рассказывать в режиме онлайн. То есть как будто бы это было прямо вот сейчас. И вы это все знаете. Это необходимо. Башлам, что за история о конфликте на границе с работниками было на обсуждение, поэтому Макар 1982 и так далее. Бурное обсуждение, бурные рассказы, бурные сказки. Я думаю и уверен, считаю, что дело в том, что, опять же, последнее время очень сильная активизация со стороны. Началось это все, потому что именно Даудов в месяц Рамадан протянул руку нашим братьям, ингушам, и в месяц Рамадан призвал: если кто-либо хочет, обращайтесь, давайте закончим. Как вы знаете, приехал Сереждин и Муса Албагачиев. Они пообщались, не знаю, то ли 4, то ли 5 часов. Пообщались, и все шло как на мази. Но, к сожалению, после этой встречи резко обострилась ситуация по пограничному району. Подняли бунт Совете Тейпов. Появился какой-то Хазбик, или как его там, чувак, который здесь когда-то столько-то скрывался, и начал там говорить Даудову якобы, что вот, политическая жизнь закипела у чувака, и решил тоже. После чего Магомед Даудов ему ответил, и рейтинги его так и не поднялись. Потом появился какой-то адвокат, то ли, я не знаю, то ли юрист какой-то. Тоже начал говорить об угрозах, тоже решил хайпануть на Даудове. Это тоже не прокатило. Потому что нету никаких доказательств. Само собой, Даудов такого и не говорил. Зачем ему что-то говорить или говорить об убийстве, если человек собирается что-то делать. Он, наверное, и так бы это сделал, а не афишировал бы на все, тем более с учетом того, что Даудов далеко не наивный человек и не глупый человек, чтобы в социальных сетях объявлять или о кровном месте. Это государственный чиновник, а государственные чиновники такие вещи редко допускают себе, редко позволяют. И потом появилась вот эта ситуация, непонятная ситуация, честно сказать, вообще какая-то сказочная, забомбическая ситуация. Якобы 3 чувака ехали на машине и нечаянно попали на правую сторону реки Фортанги. Для чего было изучать Фортангу с правой стороны, которая находится частью субъекта Российской Федерации, которая называется Чеченская Республика Новчечу. По одной версии так, по второй версии они просто занимались срубом дорогого там или запрещенного древесины, бук, кажется, называется. Их поймали, отвезли в Серноводское РОВД, они написали объяснительную, потом их перепроводили, они потом уехали за Фортангу, то есть на сторону Ингушетии, и там неизвестные люди в масках, якобы 15 человек, избили отца, 2 сыновей, которых снова же нету никаких заявлений, нету ничего. МВД ведет следствие, сказки идут, рассказывают. Я думаю, что это просто-напросто вот такая шквал волны, хайпануть. Потом заставили плавать в Фортанге и так далее и тому подобное. Честно сказать, немножко попахивает таким, знаете, индийским боевиком. Я не знаю, Аллаху алям.
И по мне, это вот резкая активизация после того, как Даудов очередной раз показал, что нету никаких фактически между нами недопониманий, и что документы есть, все есть, но пошла вот такая тема. Я вот связываю это все в одну кучу. Да, Макар, я думаю, что это просто-напросто, по мне, это немножко попахивает. Решили хайпануть. Решили хайпануть на этой теме. Потому что столько говорили. Они могут снять любой момент. Колесо спустило, они снимают видео. А трое избитых людей, которых заставили плавать в Фортанге. Фортанга река, которая по колено даже не идет. Там она не такая бурная река. Как в ней плавать, что плавать. Это, конечно же, немножко непонятное по мне. Может, Очхуя, Фортцол. Да, да, мы его называем Форт. Март Ол, Чайцар, Форт Олсо. Разница небольшая. Это тоже очередной провокация, чтобы не был Барт. Конечно, Барт Цахалита. Я думаю, что просто-напросто они испугались того, что реально начала появляться такая ситуация, что даже на территории на Ингушетии у Даудова и Сейд Хусейн задонатил, Сейд Хусейн, да, каждая ваша копейка это огромная поддержка для нашего канала. Просто по мне авторитет, даже как бы они не любили, авторитет Даудова начал подниматься в Ингушетии очень сильно. В плане, чем он стремился, он пытался, протягивал руку, и вот на такой вариант. Снова же я говорю, это мое лично субъективное мнение. А так, потом оказалось, что там было еще написано, что эти экологи, это те, которые занимались вывозом леса, дорогой там, древесины. Ну, я могу сказать одно. Никогда в жизни сотрудники там, чеченской полиции или как она, Росгвардии, они никогда не переходили на ту сторону Фортанги, никого не избивали, ничего не делали. И делать и сейчас этого не станут. Да и зачем это им надо? Максимум, что говорилось о той ситуации, которая была там, это говорилось о том, что не пустили кого-то. Вот это я могу допустить, да. Пока идут работы, пока миллиардные работы происходят там, на самом деле. Миллиардные работы. Почему? Потому что такой дороги там не было никогда. И тут люди просто-напросто решили опять же хайпануться на этой ситуации. Да и плюс разделить, так сказать, окончательно разделить и стравить людей друг против друга. Теперь нам надо разложить по линии Фортанги спасательные жилеты, чтобы плавающие нет. Ну, по крайней мере, жилеты не знаю, но вот эти буйки, или я не знаю, как эти надувные вот эти кругляшки, надо их через каждые 50 метров, наверное, то там подводная лодка плавала, то теперь это, я не знаю, честно сказать, это настолько глупости поднять и раздуть на ровном месте. Все это, по мне, это... Теперь на так, вошла Хайнца Мадуц, его сильно избили, он сейчас в реанимации, он родной вож, Сова Вахун боец Асигули Омехан Цумхаттал. Асхатти штатцы Мухаммад Евлоев. Да, у тебя фамилия? Мухаммад Евлоев. Если люди рассказывают обо всех подробностях, они должны быть написано заявление. Я смотрел на официальном вашем портале МВД. Они сказали, что слухи проверяются. Я не видел и не знаю никакого Гулиева, не знаю, и никого других не знаю. Но я знаю одно. Спортсмен, не спортсмен, разницы нету. Я знаю одно, что между двумя народами кто-то конкретно хочет вбить клин. Кто-то конкретно хочет стравить людей. Если давай сделаем так. Ты запиши видео,
где подробно рассказывают, кто избивал, где избивал и какую версию ты знаешь. Я рассказываю о том, что я слышал и я читал. Возможно, есть другая версия. Я не могу понять, что в реанимации, если люди реанимации, как ты говоришь, то этим должны заниматься Следственный комитет, как минимум. Они должны предоставить информацию. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, если это было нарушение, если они занимались чем-то противозаконным, за это тоже своя статья. Я не знаю, что там было. Я не знаю. Но то, что я прочел, я говорил. И я не утверждаю, что это правда или неправда. Это публикации, которые прислали с ваших порталов. Это я не писал, не надо это ко мне приписывать. Реанимации в Новгороде, мало ли кто кого покажет. Выйдет в эфир, слабо уйти. Спрашивает наш брат у ингушских башен, есть внутри каменные перекрытия типа плит. Спрашивает наш брат, у ингушских башен есть внутри каменные перекрытия? Я не знаю. Маша, я ингушские башни не изучал. Я могу сказать, как были выстроены наши башни. Перекрытия каменные у нас есть, но это в жилых башнях. А что касается боевых башен, то они были не каменные, а были именно деревянные. Что касается ингушских, я не хочу говорить. Даже если я знаю, я говорить этого не буду. Почему? Потому что завтра, послезавтра ко мне начнутся претензии, почему я обсуждал ингушские башни. Мне хватает своих чеченских башен, поэтому, Суна, меня это, честно сказать, немножко не касается. Я еще раз повторюсь, и каждом эфире я это говорю. Выжри, 28-29 лет, как мы разошлись. Пускай они рассказывают свою историю, свои башни, меня это не волнует. Главное, чтобы не трогали нашу. Если граница Фортанга, я считаю, что даже с моей стороны будет неправильно, если я эту Фортангу перейду, я являюсь экологом Чеченской Республики, и срублю хотя бы одну ветку заповедника Эрзей. Правильно это будет? Конечно, неправильно. И с точки зрения закона, и с точки зрения шариата, и с точки зрения адатов. И если в этот момент, когда я что-либо делаю на территории Эрзии или на территории там, левой стороны Фортанги, меня настигнут сотрудники, меня настигнут жители этих земель и кто-либо, или избьет, или сожгет мою машину и так далее и тому подобное, когда будет решаться вопросы о правильности действий, скажут, а зачем ты туда поехал? Какое ты на это имел право? И так далее и тому подобное, ответить на эти вопросы невозможно. Что касается свободного передвижения, которое было раньше, куда хочу пойду, теперь этого не будет уже. К сожалению, этого не будет. Произошла очень сильная дискредитация. Делают дороги, не нравится, прокладывают, не нравится. Почему на английском написали, русском написали, а почему они... А некоторые индейцы вообще говорят, стройте, стройте, мы скоро вас заберем. Валлахи, биллахи, талахи не заберем. Никто. Хоть сантиметр, пускай попробует забрать. Интернет интриганшсам мобин питан соцсетью. Интернет интриганш соцмобин питан соцсетью. Согласен полностью. SSHH88. Интриганты и без интернета. Эти интриганты, если отключить интернет, они будут работать на месте. Они будут собираться в кафешках, пить чай и рассказывать всем, что у них что-то украли и отогнали. На самом деле это нет. Бошлам. Хайнха бок алдийца хар ах цар хутвам бина дини киндал. Бекхан 21. Ваша. Я, честно сказать, про эту войну я читал, ознакомился. Там максимально, если я не ошибаюсь, написано в истории, 6-дневные бои были. За эти 6 дней, имеется в виду, которые противостояли, это время для отступления большевиков в Грузию, если я не ошибаюсь. В Грузии, пока они не скрылись. Потом они договорились с Деникиным. Все это длилось в течение 6 дней. Больше я ничего
Вот то, что рассказывал Артем, который там показывали ролики, я смотрел, у Деникина смотрел, у Ермолова смотрел, но нету никаких таких строчек о них. Никаких 20 тысяч, которых там, или 18 тысяч, которых уложили казаков. Ну, такого никогда не было просто-напросто. Уважаемые мои подписчики, я прошу вас буквально на 1 минуту. Мне придется перезагрузить. Пока здесь, на этом новом канале, такие правила, через каждый час нужно перезагружать. Я быстро перезагружу. Кому интересно, тот, прошу, можете зайти, и мы продолжим. Я отвечу на ваши вопросы, никаких проблем с этим нет. Так что не теряйте, заходите на вторую часть. Пришло сообщение и просят, что так намного проще подписчикам, тот, кто хочет хоть как-то помочь каналу, просят, чтобы я вывел все-таки на экран номер для доната. Поэтому сейчас. Все, как говорится, сделал. Если Башлама правда, что на воинов в Чечне воевало 15 тысяч ингушей, неправда. Вся армия, самое лучшее время, которое было, считается, вот, якобы во времена, когда Чечня получила возможность жить отдельно, но не воспользовалась ею, к сожалению. Армия Масхадова не была больше 14 тысяч. Как может быть 15 тысяч ингушей в Чечне воевать, когда всего армия Масхадова была 14 тысяч? Откуда эти цифры? Я говорил, и по Деникину тоже я не нашел нигде. Я искал эту книгу, прочитал, посмотрел, там тоже ничего нет. 6 и не больше. А что касается войны Деникина в Чечне, про него я вам могу сказать. Но где-то было 3 месяца она длилась, война. И была покорена, по словам Деникина,
только плоскостная территория. Не вся территория Чечни, а только плоскостная. Горная Чечня так и не подчинилась Деникину. Поэтому, да, я понимаю, что некоторые люди любят немножко приукрасить и хотят, но не нужно это делать на фоне своих братьев, на самом деле. Я бы говорил только о своей. Поэтому. Но это статистика Маршала 9. Считается, что 14 тысяч было. Это армия только. Не путайте армию с ополченцами и так далее и тому подобное. Я не знаю, Тигр Львович. Этих данных у меня не было. Про Масхадова 96-й или 98-й год говорили, что 14 тысяч. Я читал эти цифры. А вот Дудаева не знаю. У Дудаева армии как таковой своей полностью не было. Там же были добровольцы в основном. А какой контингент был военнослужащих, я не знаю. И в роду его не знаю. Что касается, единственное, я говорю, что воевали 14 тысяч, 15 тысяч ингушей, я такого не видел. Я не знаю, откуда вы взяли эти цифры. В то время меня, к сожалению, как таковой среди них, к сожалению или к радости, черт его знает, вообще не было среди них, имеется в виду. Ситуация юкшун. Дальше. Башлам, на последней войне от нашей стороны воевала. Ты не понял, Маршо? Ты, кажется, меня вообще не понял. Ваша, при чем тут 3,5 или 5 тысяч человек? Ты говоришь про тех, кто вел войну. Я тебе говорю, вот во время имамата Шамиля самое крутое время, когда могуществе в пике был имамат Шамиля, армия имама Шамиля не составляла точно так же больше 15 или 17 тысяч человек. Некоторые говорят 13-14 тысяч человек. Это вот самый пик. Чтобы ты понимал, здесь идет о пике. Я не говорю о боевиках или об ополченцах. Я же сказал. Нохчи не должны пропускать. Нохчи неправильно. Нохчи правильно. Не должны пропускать в свою сторону эти ложные обвинения. Но это и есть ложь, конечно. Это полнейшая чушь. Это, конечно, полнейшая чушь. Вообще, по последним двум войнам я бы не сильно хотел говорить, вообще, честно сказать. Поскольку есть много людей, которые живые, которые были среди них, наверное, им лучше знать. Я не знаю, я говорю только про обычные стат-данные, которые я видел и читал. Возможно, это призывники, возможно, это все вместе с добровольцами. Я не знаю, я не об этом суть, не в этом суть. Возможно, это данные за 96-97 год. Ну, что, 20 подписчиков, 24 ингушей бахарцев. Нет, такое говорить может только Бузуртанов-то. Я не могу такие данные предоставить. Да, прикрепил, как ты и просил. Вот. Теперь данные есть. Можешь отправлять. Хотя я честно думаю, что ты просто сказал, чтобы я специально показал
вот эти реквизиты, хотя ты не собирался даже донать, молодец. Ты попросил, я сделал. Они закидывают эту ложь, чтобы проверить, проглотим мы или нет. Пускай глотают они. Мы говорим бисмилля и едим нормальной ложкой. Глотать всякую чушь и сказки – это их дело. Башлам, что можешь сказать про ингушскую крепость Бамут? Я могу сказать, что нету никогда и не было никогда в жизни ингушской крепости Бамут. Бамут есть, будет и остается чеченским селением. Вот что я скажу. Все, что находится на нашей территории, это принадлежит нашему народу. Да, Макар, да, есть такое. Есть такое дело. Ва алейкум салам, Осман. Ва алейкум салам, Аша. Поэтому... Если сравнивать пропорционально, то, что если вы имеете в виду, у Ингуша есть только батут. Да, наверное. Но тут неправильно будет Бякхан говорить им у ингушей. Будет все-таки верно говорить у тех, кто это говорит. Мы все-таки отличаемся от них тем, что мы не оскорбляем целый народ. Оскорбляем балаболов и нордийских упырей, которые задевают честь и достоинство нашего народа. Народ мы не будем обвинять. Мы всегда были и будем на голову выше этих людей, потому что, алейкум салам, нельзя допускать оскорбления целого народа. Вот. А так они прекрасно все знают. 8 селений взамен, даже если то, что они говорят, было бы гипотетической правдой, взамен одного села. Я помню, видео было последней встречи Даудова, когда ему начали, кажется, говорить, что там верхняя часть Хайхари, кажется, или как она называется, Хай, якобы она никогда не была, там небольшой кусочек земли, совсем кусок небольшой, когда Даудов сказал, я про Бузика, понятно, Бяхан, когда Даудов сказал, стоп, подождите, говорит, мы отдали 7000 гектар, говорит, из бамутского леса взамен вашим там 20 или 30 гектарам. То есть в сотни раз больше отдали. Разговор сразу прекратился. Им надо задавать вопрос, что вы хотите братьями, соседями. Им надо задать вопрос, что вы хотите. Братьями, соседями не хотите. Они хотят, ты знаешь, они бредят сказками, честно сказать. Я видел, они говорят, что до тех пор, пока якобы не вернут земли и так далее и тому подобное. Но возвращать земли нужно не у чеченцев. Чеченцы ничего не крали, а наоборот подарили. По всем документам. А вот кому нужно возвращать, они должны обратиться официально в парламент или там руководство Республики Осетия, Алания. Не к нам. Мы ничего не воровали, ничего не крали. Вот. Митинги не устраивали. Ни один в этой республике руководитель, ни один старейшина, ни один политик с 2018 года официально не оскорблял, не унижал, даже в камеру не сказал про них ничего. Единственный, кто говорил, это вот чуть-чуть вот то, что есть исторические блогеры, которые ведут дискуссии, и то нас там 3-4, может быть 10. Сейчас и 10 нету, многие, как говорится, обанкротились и ушли. Там осталось нас 3-4 человека, все. Больше никто не говорил об этом. Никто. Ну, из официальных, само собой, по границе занимался Даудов, он говорил, а остальные... Есть ли 3 или 4 варианта? Мы братья, соседи, враги или... Есть 3 или 4 варианта. Мы братья, соседи, враги или ночи. Откуда такая лютая ненависть к нам?
Дела он бодек дисла SSHH 2 8. Я не знаю. Честно не знаю. Я очень не понимаю просто-напросто, если это не зависть. Но вот я 2 часа объяснял по этой ситуации, я официальную новость зачитал, видишь, человек зашел, слушал меня и говорит, спроси какого-то ММАшника, это его дядя, они в реанимации. Но если дядя в реанимации, его сын может дать интервью, второй сын может дать интервью. Я не знаю всей ситуации. Даже самая их любимая газета, Новая газета, говорит, неизвестными людьми избиты. Неизвестно, кто это сделал, кто они были. И я помню в прошлом или позапрошлом году Уарстхвай, Ингушетию Уарстхвай, когда увидели срубленный лес, они проклинали и говорили, что они там конченые мрази и так далее и тому подобное, тот, кто это делает. А может быть, это эти люди настигли их. Я не знаю. Там версии. Человек, который там не был, это я. И у меня, сколько у меня буду сейчас знать исторических параллелей, все остальное, я буду их перечислять. Незаконное, там, не знаю, незаконное пересечение границы, вырубка леса и так далее. Там оскорбили сотрудников. Ну, сколько там всего может быть? Я не знаю всего этого. Но я знаю одно. Что бы ни произошло, засняли, показывали, все показывают. Вплоть до того, что там конный поход был в Осетию, когда там за ними, или там рядом ездил сотрудники полиции. Даже это засняли. Если это смогли заснять, то почему не могли взять интервью там и сказать? Поэтому много вопросов, ответов 000. Это по мне. Хотя, честно сказать, я бы никогда бы не хотел. Зависть порождает ненависть. А в истории есть много моментов, которые порождают у них. Да. К сожалению, по истории там дело, конечно, не самое лучшее. Они что думают, на лжи и истерике могут чего-то добиться. Пытаются. Как сказал Геббельс, ложь, промолвленная 1000 раз, становится истиной, да? Или Ленин это сказал, или... Разницы нету. Геббельс это сказал. Хотя я слышал это от Геббельса, якобы что сказал. Поэтому 1000 раз, если они будут повторять, они пытаются это навязать. Но не прокатывают. Как они начали разговоры по этим землям? Вы помните, что там нашли золото, что там нашли самые огромные залежи нефти, что там ничего не будет сделано, что там уничтожаются исторические архитектуры там, и так далее и тому подобное. Уважаемые, но все это опровергли. Дороги строятся. Туда орстхоевцам всем сказали, вернуться будут. Там эти малый рогатый скот, крупный рогатый скот и так далее и тому подобное. Делают все для тех, чтобы Орстхоя Чеченской Республики, то есть обладатели этих исконных земель, возвращайтесь, ногчи, возвращайтесь, живите. Это земли ваших предков. Делайте субботники, все. Никто им не мешает. Никто их не трогает. Только поощряет. То же самое в Чеберлоевском районе. То же самое в Шатоевском и Шароевском районе. Тому пример я, который сейчас ездил, вам рассказывал. Да, абсолютно верно, SSHH. Честно сказать, SSHH 88. Когда ты сказал прикрепить номер, куда донат делать, я думал, что ты просто нарниец, который зашел специально меня провоцировать. Аллахи, думал я вначале, что ты нарниец. Но сейчас, видя твои вопросы, я понимаю, что ты не нарниец. Я реально думал, когда ты начал говорить о донате и так далее, тому подобное, что ты провоцируешь меня. Потому что обычно такие разговоры ведут нарнийцы для того, чтобы задеть меня, как-то подколоть, а потом сказать, что якобы там... вижу твои рациональные вопросы, правильные вопросы, в принципе. Внимание, вопрос. Самый мудрый древний центральный
кавказский народ какой? Сложный ответ. Я слышал, там был, знаешь, теперь как земли перешли, там теперь чистота прав. Каригов, абсолютно верно. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Я недавно, не разбираюсь на канале СС. Сундер, интервал ардюх. Я, честно сказать, меня уже, когда вот так подкалывают, немножко срываюсь. Дал это был, рад. Аватарку пустую только убери. Поставь какой-нибудь там Вайнохчи, Лам, любой умхвате пустыми аватарками. Это не украшает наш народ, это некрасиво. Каригов, абсолютно верно. Сейчас там ни мусора, ни соринки, все, субботники. Там столько проделали. Нигде, никогда, которых не было гор, в горах таких дорог, благодаря тем специалистам, которые там работают, сейчас ты просто не представляешь, что они там делают. И дальше будет лучше. Зависть. Поэтому Уарская, который в Ингушетии, многие видят, никогда такого не было, нормальной дороги не было. А сейчас и дороги, и стеки, и даже названия на английском, русском, чеченском языке. Ва алейкум салам, Сайд Мама. Поэтому кучерявый гам делир хочут хоус бошлам. Кучерявый гам солнцедойз, гэмш саняс общаться цедо, но одна сестра из Ауха задонатила 200 рублей и с такой надписью от чистого сердца от ауховцев. Она прислала это днем еще. Хотел бы поблагодарить ее, сказать даже не было эфира, она просто, видать, просмотрела старый эфир и вот так. Это еще раз показывает, что и Аух, и Панкиси, и Чечня, мы одно единое целое, и наш народ неделимый. И тот, кто будет заниматься сепаратизмом, пошел вон. Муат бейт лат бейт это и. Никаких других разговоров нет. Я еще тут разбираюсь, как пользоваться, поставлю фото. Ну, я еще один попросил прикрепить для донатов реквизиты, я поэтому прикрепил, чтобы возвелцахлет. Даирбах, Даир Сайдмау, не понял, что такое Даир. Башлам угар док донат мяу инхлахайн ли лаажаплу. Цейвах каряцас, это было давно, кажется, год тому назад, 1,5 года тому назад, самый большой донат за все время существования моего канала. Это было $400, кажется, прислали мне. В долларовой эквивалентности. Это было впервые. Вообще после этого не было, до этого не было. Обычно донаты 10 рублей, 50 рублей. Больших донатов никогда не бывает. Я не блогер, который наговаривает плохое про нашу республику. Может быть, если бы я грязь лил, говорил какие-то темы, которые оскорбляют честь моего народа, мою республику, имидж, может быть, были бы такие донаты от других. Но я этим не занимаюсь. 2 раза мне прислали запрос, попросили продать канал. Это было 2 года тому назад. 1 раз за 250 тысяч и 1 раз за то ли 300, то ли 350 тысяч. 2 раза, чтобы я закрыл канал. Вот эти деньги предложили. Оба раз я послал его. И вот был самый большой донат такой. Остальное время донаты большие не было. Никогда. Имя я не хочу называть. Хотя я догадываюсь, кто мог это сделать. Это было 2 года тому назад. Вот так. На него я вам скажу сразу, что я купил. Я купил 3 электронные карты хорошие, дорогих. Я купил 4 книги и съездил в горы к нам. А кто предлагал?
четко, чтобы было понятно, нарнейцы. А без имени, конечно. Но обещали, что деньги переведут. Или передадут. Было такое дело. Я это прямо сразу же в этот же день сказал. Это было и один раз попросили меня выставить номер, я выставил. Они попытались взломать мой счет, чтобы снять оттуда, вывести деньги. Но у меня не было вообще там денег, и это я тоже сказал. Вот так было. Ищет ситуация, халер, что всякое было. Всякое было. Ну, Дэл и я там Саня пока держимся. Нам многого не надо. У нас правда дают, бери. Это было давно, Леон. Нет, я не собираюсь продать. Прямо на ингушском и открыто об этом говорили. Нет, прямо они прислали запись, мол, мы хотим свой бизнес запустить, нам нужен был канал. Шен канал уешал, короче, юхкшуя канал, или нет, запись. Еще в то время Суцис была, кто помнит, старые помнит, да? Еще во времена Суцис было. Может быть, хотели посмотреть просто-напросто. Если я скажу продам, потом хотели опубликовать, сказать, что, вот, мол, я канал готов за деньги продать и так далее и тому подобное. Вот два случая было. И оба раза с разных каналов, но я знал, что это один и тот же человек. Вот во время Суцис, как раз когда она выходила, это единственная девушка с Ингушетии, которая выходила на прямой эфир без лица. Мы разговаривали, это было в это время. Вот ищет ситуация. На ингушском там было написано словами. Но это было и дадели. Это было давно, как говорится, и неправда. Так что, братва моя, уважаемые подписчики, друзья, когда нету аргументации ни в истории, ни в документах, ни в фактах, приходится использовать разные подлоги. Подлоги заключались в оскорблении, начали оскорблять, потом начали говорить, что я якобы там на терского казака похож, ходык, целого шум садит. Цундера, сюк хача, если оскорбляют, если обвиняют, значит мы на правильном пути. Да, вот мне это несколько раз говорили, да, я откинуть он собирался. Эту версию мне говорили, надо было, да я, честно сказать, я не думал об этом. В то время войны были пожестче, конечно, не как сейчас было. Сейчас уже более или менее стихло. Бекхан, да, они уже собрали приличную сумму. Одну книгу напечатал. По последним данным, которые они говорили, вроде бы мне скидывали, он собрал уже 500 тысяч на новую книгу, на новую сказку, я бы так сказал. Им даться. Им штуйцер даться. SSHH DRSХ. Массу وينخشى قوما احتوخل شعنقه سم در مخوال رول خزخلا سزود بیردات قصي محكن سي وجرشان سي دواتخش نجرجشنا سي قومن سي гдал, что она осталась лиду дак возможность яться дуньяна айламдуса вышт долгуман сане со возможностью яться я не министр, я не большой человек, а так بعدگان سانی دل بیتیش وی انشالله وی دل что уж аур вариант ирик. Махигдер из один прекрасный день Бузартана появился в эфире на твоем. Кстати, в последнее время что-то часто говорят, что чтобы я его пригласил и так далее, хорошо и так далее. Я несколько раз говорил его представителям, если хочет, пускай выйдет, но только показывая лицо без всяких там вырезок, пускай глаза в глаза
аргументами друг другу. Хорошо иметь резервный канал в вашем случае, если заблокируют аккаунт. Нет. Дело в том, что заблокируют ничего не заблокируют. Для этого мы предусмотрели многие вещи. Это раз. Резервный канал не для этого создан. Я просто-напросто сюда видео, чтобы трансляции вести. А там, чтобы посты. Потому что разного материала очень много. Люди спрашивают, вот у тебя веселительный материал, у тебя исторический материал, у тебя познавательный материал. Шайк цан канал ты аю больше. И вот получилось так, как получилось. Если мне попросили сделать YouTube канал, но YouTube канал сделать у меня возможности не оказалось. Через телефон слил уряц, потому что у меня уже телефон не пашет. Ноутбук умеет садака. Ноутбук ас'аллага хин Сайд Мухаммадха асу ноутбук ведь. И хилатса элла, и вот этот наш друг, который, мой брат, который с Германии сделал YouTube канал, он сделал Башлам Лайф. И я и поддержку этого канала, чтобы было, и чтобы это связано было, я просто-напросто для прямых эфиров сделал. И написал сразу: нарнийцам, ублюдкам, которые ненавидят чеченский народ, здесь делать нечего. Ну, алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху, Саид. Ну, все равно нет, нарнийцы начинают забегать, особенно после эфира с Саидом, зашли, начали там опять ныть, искажать мое имя. Но я его 3 раза позвал, хабборш валах чувал. Хабборша яц, хатия яц, я уже потом заблокировал, потому что я борша, это яц. Потому что, может быть, его мать и отец думали, что там у них или сын, или дочь, но они точно не думали, что у них появится такой непонятно что. И что он душен. Интересного, много интересного. Хамди Могибая. Гелга Арахляцу, Дравошлам. Гелга Арахляцу, скажу, что ничего то, что перечисляет, абсолютно не является достоверностью. Эти земли никогда не были, просто там были поселены те, кому разрешалось там поселиться царской, российской, как говорится, империи. И эти земли в основном как были, так и оставались чеченскими землями. Ну, у нас там есть разные названия. Это не обозначает, допустим, Гюржи Арияш. Это что обозначает, что земли Чечни грузинские, что ли? По-моему, у азербайджанцев и армян нету такой ненависти друг к другу, как нам от наших соседей. Возможно. Но, может быть, нету такой подлости, я не знаю. Так сказать. Дучи Мариарти, валейкум салам ваша. Ненависть их заключается только в зависти, наверное, в подлости самих. Как вы? Нормально, ДРС лучше. Пока тихо-тихо держимся. Роберт Паттисон, а вот у меня на моих эфирах всегда бывает этот ник.
Минут есть и Роберт Паттисон. Я знаю актера Роберта Паттисона. Но никогда в жизни не поверю, что хоть один ногчи поставить на ник этого чувака. Это что за новый фетиш такой? Назвать свой ник Робертом Паттисоном. Сосокьетваешь. Может быть, я что-то не так говорю или что-то не так думаю. Так, ва алейкум ассалам. Так. Башлам хун вайлул хуаштан сышин хирю. Да, я попал в санкции, конечно же, и Запада, и Востока. Да я не переживаю, Израиль. Я никуда не бегаю. Я никогда не был беженцем нигде. Я как есть. Здесь и нахожу башлам. Ведь эфире ешь вархунсо. Жим хай пьешь. Ростоевский. Скоро у нас будет очень хороший эфир. Так что, да, со мной связался один хороший брат из Ингушетии. Хотел бы пообщаться. Но пока у меня вот эта поездка в горы не вылечилась, подождем, потом в нормальном человеческом виде сделаем эфир. Башлам донаты как. Оша, дочь Мариарти, вала, честно сказать, никак. 2 человека задонатили, больше ничего не было. Да и ты же видишь, сейчас в эфире в это время почти никого нету. Хельче где сейчас стяцал, что за санкции? Не знаю, лютая ненависть, наверное. Да, Бехан, остался Ставропольский край. И вот в прямом вот сверху тоже брат Осман задонатил. Осман уже дал саю, да, докуахуа. Сторис выложить как-нибудь. Выложишь, когда будет, чтобы не пропустить. Я обязательно буду выкладывать сторис в Израиле. Просто сегодня я немножко не рассчитывал. Арбат вяхаешь, я хочу все равно. Ой, шайдаш в Израиле дала, 2-3 дала, ну, шай вях больше душ. От амигердацера. Я и вчера не сделал. Думал, сегодня тоже как бы не сделаю, но так получилось, как говорится. Вот. Ну, сторис обязательно выложу. Подписывайтесь на это. Ойла Амазмас тут и тахан. Ойла Амази 2:35, да, цари? Или я уже не помню, где-то 2. Ух ты, дух цашхаль, дух Ойла Амаза. Латта ждалук дац. Латч. Ой, лат наш дадал, ой, латта дац. Лат команду. Ой, цаамас анна ден елди кардас я обязан дать. Ой, цангерума яцять. То, что им подарили, там и так достаточно с лихвой. 2:31. Ну вот. ДРС хылава. Башлам валлахи ахчмаду сюга он донат яйт. Мела сонну сюг тасам целой. Бекхан. Дейқас шуна. Дейқас некул багдук я акул қорқир бар я шуақ қиетар яцар багду мәтсон. Ума дац. Да, цадала дом дац қой оша. Вайцан дегна сильно тауму бош дац.
Šie varianti от šo jocekātā vai ateidu. Поэтому от ожогов. От ожога хака шагема, пока не зажило. Поэтому ситуация пока, по крайней мере. Австрия получается, он через PayPal дает обычно, Бекхан. Австрия дает, он, як дукца дает, было где жим через PayPal программе чулане. Франция дает, Германия дает, небольшие суммы, но присылает. Said Muhammad, they said изговорится один цаклю шумятся. Но все, Сбербанк онлайн очень просто перекинуть, у кого есть желание. Адрес дейца, ну все, пошла тема теперь. Через PaySend, PayPal, Хайоризм, Хамаяна. И очень маленький процент они берут. PayPal, PaySend. Но в основном изам бекхан дересхил делсан далсадо варствой немцой бы. Инсидаром как раз дейца здесь негарствоевский. Атила. Воин разница яс нохчи чуа, нохчи буцик сават. Эра милла вала хора хуа алаха. Так цедуштер что твой балабас. Адольф Вандло хиллабох. Ты каждого ингуша с Бурзутаном сравниваешь, Грозный? Грозный, не знаю. Хойок, Австрия, Сёлвок, националист, Цагинхсон. Я слышал, что Цичоева от евреев. Мадейцичем, я не знаю, произошли от евреев и не от евреев. Честно сказать, мне даже дела нет. Мне важно, чтобы наш народ, у него было все хорошо, чтобы у нас было больше патриотизма, чтобы мы ни в коем случае не допускали в первую очередь разграбление наших земель, разграбление нашей истории, разграбление нашего фольклора. Вот ислам зашел в течение 5 или 10 минут, 5 секунд выложил, показал, как крадутся исторический уже фольклор, начали воровать. Вот такие вещи нужно разоблачать, ложь нужно опровергать и показывать, что мы не спим, мы всегда начеку. За свое мы всегда порвем любого, чужого нам не надо. Вот так нужно быть активными, нужно быть солидарными, гражданская активность должна быть. И думаю, если они занимаются тем, чем они занимаются, это их проблемы. Поэтому
велик украли у кого-нибудь. Neyse çok hazdats. Есть вариант. Кстати, нет, я уже не хочу. Я не хочу, чтобы объединили, если меня спросить. Нохчи пускай останутся нохчи, лала пускай останутся лала. Аллах, я не хочу. Я за национальную автономию. Пускай наша национальная автономия как была, так и останется. И их не останется. Сонал их проблем, что аштхуй, где бах целури, гар целури. Нихт вобла. Нам хватает своей родины. Все. Единственное, что нужно, вот юкали, что цацил гейзри и нарнейский, и что уцейн, шей каменные, изваяния, штани, шей болтатели, атые. Давайте мы пишем свою историю, вы пишите свою историю. Все. На этом мы сошлись. Але что я задаю, что ли? Солнце, это мое мнение. Да, братья, да и так далее, там соседи, кадек, но одна республика. Тяжко еще ждать. С учетом того, что наш регион развитый, везде все потихоньку. Германия, Австрия, Чечня, Ингушетия. Мелтерию хорошо моя. Короче, вы уже чисто по своей тематике здесь. Там был резонанс среди ингушей по поводу единения досов. Резонанс. Юштат своим датциги улаварч. Я, по крайней мере, сегодня могу сказать, что Тагана ат-духвани алейкум салам. Сам даст кан дайстер учил, да и вот яхтовар даст, столица должна была там, это должно было сям, больше померш юшта. У нас своя столица, свой герб, свой, все свое есть. У них свое, пускай так и будет. Это раз. Во-вторых, я считаю, лично мое мнение, если бы мы были или заинтересованы, или являлись локомотивом тех, кто пытался отъединиться от Чечни, тогда бы это нужно было вопрос задавать мне. Но мы ингушей отделять не собирались, не просили, не выгоняли, никаких там ингушей в Назрань не писали, которые сказки выдумывают. Они сами захотели и сказали, и мирно разошлись. А теперь я должен, являясь чеченцем, говорить, что я согласен, чтобы мы были вместе. Аллах не должен, нам не нужно. Мы сами как-нибудь разберемся в своих бедах и разбирались и так далее и тому подобное. Ищет ситуацию. Сюекхач. А так человеческие отношения, братские отношения могут быть, и ничего такого нету.
Видите, с карачаевцами у них очень хорошие отношения, братьями их называют и так далее и тому подобное. Вот. Получается, а почему у нас не должно получиться? Что нужно? Да нет, Вежри, я последние дни почти не сплю, пишу. И, как говорится, проблемы, духом висарятся. Для меня всем... Нет, мусульмане, братья, я не спорю, абсолютно согласен. Пагал, шборза, хуш, оушах, етардуй. Пагал, борз, хульшвойс. Вот поэтому немножко я выпадаю из жизни, как говорится. Но, иншаллах, да, отдыхнем хырду пайдалу, что где и дуай. Алло, в Ингушетии нет ближе чеченцев, а чеченцев ближе Ингушетии. Албаков Мурад. Ох, если бы. Я согласен с тобой, как в речах ближе нас нету, и все об этом знают. Все. Но мы сами не хотим этого. Мы, Богу дуас, мы-то хотели, но те люди, которые занимаются вот этим. А так, это мы уже слышали. Никто вежрей. Шумасера дерез хил. Шумасера уйла мазат эхочту дал обал дуэл. Дал духта дуэл. Данахтиятин ой. Шош. Дал саявшишин дал духва хуэл. Аллах дал шуцамел боче он дагмел чотир сахулетил. Да, Духта Дуэл. Завтра эфир. Постараюсь, если получится, сделаем пораньше эфир, чтобы вам дать отдохнуть, чтобы я не сидел в эфире и вас не мучил. Огромное спасибо всем моим подписчикам, кто был сегодня в эфире. С вами был Башлам на канале Башлам.39 Лайв. Огромное спасибо всем, то, что вы в эфире. SSHH88. Цулдикердишнштадт. Амин, Масера. Я это и говорил, и говорю снова. Никогда никто не будет больше любить наш народ, чем кто-либо. Башлам. Аллах, квартире Езерсон, Владиесон, Локш. Бекхан, зайди в директ, вашему шаде грида хондалуштег. Финансово сам это ватса положение вообще дикяц. Квартира лохарю хедег вашаде грида хондалуштег. Аздейлах дуй вухон, сейг далуштал вышел аздейду. Та проблемяцен. Квартирш ёлшю езаяц. Метиг чодик, метигю. Ценю, шадек, зеленью, все рядом, университеты, поликлиники, школы, садики. Для человека, который просто хочет жить, развиваться, это проблема. Поэтому заходи в директ, пиши, сейкдалшаводидос. И все, которые, братья, сестры, кто хотел там задать вопросы, пишите в директ,
я обязательно отвечу, если это в моих силах, помогу. Там, если кому-то как можно помочь. Вот как-то так. Бюсь я говорил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах да лехта больше масера.